Играть в якутскую настольную игру «Хамыска» научили хабаровчан во время акции «Ночь в музее». Дальневосточный музей имени Городокова основной темой своей ночи выбрал игры. В зале этнографии народов Дальнего Востока все желающие смогли попробовать сыграть в бурятские косточки и якутские камешки. Подробности далее. Научить хабаровчан игре в камушки вызвались студенты из Якутии. Для игры понадобится 5 желательно деревянных кубиков размером примерно 1,5 сантиметра. Играют одной рукой. Сначала кубики выбрасывают на стол, затем один кубик подбрасывают вверх, и пока он летит, подбирается еще один со стола. И так с каждым кубиком. Это только первый этап. Дальше задача усложняется. Игра требует хорошей ловкости рук, и если ее нет от природы, игра в камушки поможет ее развить. Я не умела играть с детства, но даже не пробовала. Вот, можете показать? Попробовать свои силы в экзотической игре собралось немало желающих. Дальше первого этапа, когда нужно во время полета одного кубика подбирать сразу несколько других, продвинулись немногие. Завлекательно очень. Ну, да, ловкости не хватает. Немного разобравшись в правилах, особо упорным удавалось дойти до 4 камушков. В целом все понятно. Немножко, я бы сказал так, запутано, то есть как это интересно. Мне кажется, минут 5-10 сноровки, потом еще пару лет тренировки, и я бы дошел до этого парня бы. А за соседним столом идет игра в кости, причем в прямом смысле слова. В бурятскую игру «Шагай на дан» играют косточками коленных суставов баранов. Раньше в эту игру активно играли в бурятских деревнях. У игроков накапливались целые мешки косточек. Садились бабушка, там молодые, и как бы играли, соревновались, молодой выиграет или старый. Они вот так накладывали вот это и по всей квартире как бы закидывали и сидели там, шелкали. В этой игре участвуют 4 фигуры – верблюд, козел, лошадь и баран. Определить, какая фигура выпала у тебя, можно по положению косточки на столе. Вот это, допустим, козлики, а вот так барашки получается. А если вот так вот, где заполнено, это как бы конь. А где горбики, вот это верблюд получается, вот так. Дальше можно играть по принципу игры в Чапаева, выбивая фигурки соперника. Или по принципу домино, бросая кости, игрок ходит в зависимости от выпавшей фигурки. Также в эту ночь в музее можно было поиграть во всем известные шашки, шахматы и множество других игр. Стас Михайлов, Хабаровск.